Путь к знаниям тернист и извилист, но только не в этом случае. Асфальт здесь проложили в 400 метров. Теперь лужи, пыль, грязь и ямы позади. Появление дороги стало возможным после обращения к главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову во время прошлогодней прямой линии. Проблема в том, что вот дорога плохая, и детям сложно было бы добираться. И когда мы ждали открытия, нас вот волновал вопрос, будет ли дорога проложена к лицею, чтобы наши дети могли безопасно и благополучно добираться. И на сегодняшний день мы видим, что вопрос наш решен. Мы очень рады, что открыли лицей. Решение проблемы не заставило себя долго ждать. Руководителям субъекта были даны четкие указания мэрии проложить дорогу. Времени зря не теряя, администрацией Назрановского района была достигнута договоренность с подрядной организацией и был дан старт строительным работам. Мы сразу же взялись за работу, проделали, как вы видите, проложили асфальтовое покрытие, совместно с Министерством автомобильных дорог была проведена работа. Нетрудно заметить, что на территории нашего района с приходом Махмуда Али Макшевича Калиматова построено очень много школ, строятся сегодня физкультурно-зрительные комплексы и детские сады. И каждый раз на любых совещаниях, без разницы, не имеет значения какого уровня, обсуждается у нас, поднимается вопрос именно к комфортным условиям для наших граждан. Мы уделяем этому большое внимание в рамках своих полномочий, мы стараемся участвовать во всех проектах, которые есть федеральных, по линии Министерства сельского хозяйства, по линии Минстроя. И, как вы видите, и меценаты, и другие лица подключаются, делают там работу. Такая ситуация. Нетрудно заметить, что улица преобразилась. Сегодня школьники и учителя могут легко и доступно доехать до своего учреждения, до школы. Теперь все проблемы позади. Как говорят в местном муниципалитете, раньше здесь не было даже протоптанной тропинки, ведь это район новостроек. Сегодня же проложенная дорога и освещение позволяют спокойно добираться до школы и автомобилистам, и пешеходам. Да, намного легче, потому что когда не было дороги, было грязно, было сложно добираться до дома. Тем более я далеко живу, и я приезжаю на машине, а домой возвращаюсь пешком, поэтому с дорогой намного легче. Главная задача, которая была поставлена Калиматовым, завершить работу в кратчайшие сроки. Поручение было выполнено. С последней прямой линии главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова прошло меньше года. По ее итогам были решены сотни вопросов. В общем, вопрос решен, жители довольны. А я напоминаю, что уже во вторник, 19 ноября в 17:00 состоится очередная телевизионная прямая линия с главой региона Махмудом Али Калиматовым. Жители региона не только могут задать интересующий вопрос, заранее отправив его в формате текста сообщения или видеообращения по номеру, который вы сейчас видите на своих телеэкранах. Хава Гагиева, Молдгирия Хильгов, Магаз 24.